Сегодня презентовали документальный фильм «Мир на связи». Здесь показана вся разнообразность инфраструктуры, которая участвует в ежедневной жизни населения. Зритель сразу понимает, что за обеспечением различных инструментов связи и инфокоммуникации стоит большая работа. Фильм был снят в рекордные сроки. Режиссер Данила Куликов уже работал в Якутии на съемках фильма «Цифровой алмаз». Именно тогда его и заинтересовала тема связи, благодаря которой республика может развиваться наравне с мировым обществом, несмотря на суровые условия и отдаленность. Почему взял был пример Якутии? Потому что действительно по условиям бытовым, по условиям климатическим самый суровый край в мире считается. Поэтому, естественно, что якутские связисты – это образцы связистов для всех. Да? Именно поэтому Якутия является таким лакмусовой бумажкой отработки технологий, которые в дальнейшем могут применяться в России, но в принципе применяются и инноватором во многих отраслях. И наша задача была как раз раскрывать этот край для людей, поскольку длинное отдаление, да, инфраструктурное от остальной части России также есть. Рассказывать, показывать, что действительно здесь происходит и как между собой могут коммуницировать люди. Сейчас время развития высокоскоростного интернета. В Якутии приход в 2012 году в ВОЛС дал мощный толчок развитию всех секторов экономики республики, в том числе IT-отрасли. Все это стало возможным благодаря работе связистов. Всех, кто в жару и холод, дождь и снег, прокладывает и строит линии связи в сложнейших условиях вечной мерзлоты. Мы оптимистично смотрим, что вот буквально в апреле на орбиту вышли два новых спутника «Экспресс», АМУ-3 и АМУ-7. Их запустили с Костромо-Восточной, Самурской области в декабре месяце, что тоже даст нам возможность расширить каналы на спутниковом сегменте. На сегодняшний день 99% населения республики могут воспользоваться услугами сотовой связи и доступа к интернету. Волоконно-оптические линии связи преодолели полярный круг. Подключены 3 населенных пункта Оленёкского района. К концу года будет подключен и Анапарский УЛУС. Планов у компании «Ростелеком» очень много. Несмотря на такое непростое время и ситуацию в стране, мы планируем дальше развиваться, дальше заниматься строительством, планируем дальше развивать оптические УЛУСы, зайдем туда оптикой, чтобы жители могли воспользоваться широкополосным интернетом высокоскоростным. Но помимо этого мы также планируем еще дальнейшее строительство на широкополосного доступа уже с заходом в домохозяйство. Это оптика в каждый дом. Планов у нас очень много на этот год. Мы уже больше 10 тысяч домохозяйств в этом году построили. К 2025 году к подводной линии связи подключится поселок Тикси Булунского района. И уже к концу 2025 года все райцентры будут подключены к быстрому интернету. Это позволит развить связь 4-го поколения 4G. Всего на сегодня построено более 13 тысяч километров оптоволокна. В ближайшее время ожидается начало эксплуатации новых отечественных спутников связи, что станет новым этапом развития. Оксана Устинова, Григорий Николаев, Якутск.